Суббота. 11 февраля, суббота. Температура за бортом минус 4 градуса. Всем доброго утра. С самого вечера, да в принципе и вчера и позавчера уже просто поливал ветрище. Это просто ураганный ветер. Ночью вообще поднялся и сейчас продолжает дуть. Может быть в этом причина бесклевия, то что плохо ловится. Ну ничего страшного. Всем доброе утро. У нас добрый завтрак. Добрый завтрак у нас сегодня опять же тушеночка, консервы самодельные с мясца, с лосица и гречневая каша. Че это? Ну, или как? И яйцо с майонезом. Яйцо под майонезом. Это? А свекла? И свекла, да. А свекла-то... Вот. Ну, если бы не было свеклы, то не наливали бы, а так, блин, свекла. Да, ну-ка. Не прописано. Не, нормально. Ну, Надо все равно на улицу будет вынести что-нибудь. Так вот. да. Ну, И тогда... для доброго утра добрый И- напиток. Я думаю, вы не против? Да, Ну. если бы не было свеклы, я бы не стал. Ну, свекла. Нам на работу сегодня не надо. Да, у меня сегодня выходной. Сегодня будут у нас новые места. Скорее всего, мы даже, возможно, и никуда не поедем, потому Да. что начнем пешком прямо отсюда и пойдем вниз по течению. До завала точно время до обеда у нас хватит пробуриться. Ух ты, все больше и больше и больше. Ой-яй-яй-яй-яй-яй, как только эти... Да не оскудеет рука наливающего. Да, я не знаю, как только партийные пьют. Добрым утром. С чесночком. Как Иван Григорьевич любит говорить, не ради пьянки, а здоровья для. Да, это для здоровья. Это пьянка, это когда Пьют пьют, потом, и падают. а потом на утро встает, посмотрел в зеркало, а рыло поцарапано, значит, асфальт приближался часто. Или салат. Да, и салат. А мы Да, вчера это тоже. спокойно легли, Да. поточили ножи еще для ледобуров. Григорьевич там поиграл в бильярд на телефоне, послушали музыку, ролики с WhatsApp отправили, что друзья отправляют, посмотрели. Нормально легли, выспались, сегодня даже не подкладывали. Печка вообще сегодня ту-ту-ту, шикарная температура, даже не жарко было. Не жарко и не холодно. Я Целую чурку, полчурки березы хлопнули туда и нормально. да, Отлично. держится. Ну дай бог, а то у меня кипит уже. Булька, да. Ага. Да, она как-то с утра слабенькая показалась. А мягко идет. Так, я говорю, как сплетня по деревне. Только пусти, да? Мгм. Все прикалывали сегодня. 2 банки каши. Вчера ели рисовую кашу самодельных консервов. А сейчас вот они долго уже лежали у меня на НЗ в рюкзаке. И решил вот это. 2 рисовые каши. Пишут, смотри. В одной пишут гречневая с говядиной, второй пишут гречневая с курицей. Что-то я кусков мяса говядины здесь не нашел. Только крупа гречневая. С курицей тоже. Курицы здесь никуда встали, даже рядом не стояли. Это более плотная, рассыпчатая. В этом типа какой-то бульончик даже был. Она жидковатая была вот эта каша. ГОСТ. Оба, нет, это главпродукт. Это ГОСТ. Не, разные. Смотри, каша губернаторская. Я сомневаюсь, что губернаторы едят такую кашу по-домашнему. Ну, а вот с такой баночкой тушеночки нормально получилось. С мясом, с натуральным мясом. Так что эти консервы все фигня полная. Ох, жарко-то как стало. Но надо, чтобы чайник закипел. Стоит только сушнячка положить и Вот все. раньше было, мне нравилось завтрак туриста. Каша. Да, там было мясо.
Там пару кусочков было мяса. Это при Советском Союзе? Да. Они банки были такие плоские. Завтрак туриста. Подогрел, позавтракал, Да. одному хватает. Баночки я просто открывал на костре. А раньше помнишь, я вот помню картину с детства, на сенокосе выдавали, тем, кто работает на сенокосе, в совхозе выдавали промасленные, солидольные банки такие, говядины. Да. Тоже Вот, открыл там чистое мясо. на костер. Мне кажется, вкуснее еды я не ел. На Да. костре просто оно... Хлебом макаешь, там это все. Мгм. Такой, жир растает. И такие куски мяса. Это было тоже вкусно. Вот Еще- этой аптечки, не соврать, блин, наверное, 50 лет. Вот это. Это автомобильная, да, была? Да, аптечка. Это на флоте выдавали. Индивидуально каждому. И она как пригодилась. Вот я туда, видишь, запилил эти. Вот тут на щуку, на окуня, вон по росью ходи. А тут вот на эту харис клевал когда-то. Вот крупный харис клевал вот на эту. Но тут, блин, это самоделка. Даже бусинку туда припаял. Ну а как же, глазок. Вон какая. Вот на нее крупная, но часто сходы. Видишь, крючок упаял маленький. Надо покрупнее, да? Да, крупнее крючок надо. Вот сходов много. Ну а так он, блин, берет на нее, подкидываешь, да, весной даже по большой воде подкидываешь, она легкая. Подкидываешь и по течению кидаешь. Сик берет. Вот сик хорошо. На червячка или на опарыша? На опарыша. Вот на это 3 штучки опарыша ставлю. И по течению вот так поднимешь, потом кинешь по течению. Идет, потом опять раз задержал. Нету. Опять поднял вверх, кинул по течению. Опять задержал. Тык, есть сиг. Тебе не жарко? Да. Я, говорит, не потею. Ему жарко никогда не бывает. Меня не жалко. А сейчас на самом деле температура где-то градусов, наверное, уже Ну, 17. 40, наверное. Здесь? Да. Ну, это чё, в бане бывает 80. А сейчас тут 40, это по-любому. У меня уже футболка. Вот так вот. Вот это тут копишь. Тут меня, между прочим, в этих. А еще ты расскажи, как ты копил и целую упаковку блесен уронил в лунку. Да, вот наклонился, карман не застегнул. Лёп, и надо же прямо в лунку. Потом искали из камеры. Магнитом всем нет. Так и. Резинка. Это мышки уже на полу побывало. Пусть грызут. Ест. Вот эта резинка слиняла. Тут, наверное, за броднями Ну, твоими. видишь, а там, Иван, ну-ка, ногу Ну. подними вот эту. Может, в рот не попало, нет? там у меня второй этаж. Вот. Еще есть. А, еще Да. с другой стороны. Да, Опа. там вон. А, балансиры. Балансиры, вся шмутья. Короче, на все случаи. Дешево и сердито. Да, если. Компактно. Да. Мормышек 150, наверное. Да, мы мирные люди, и наш бронепоезд стоит на запасном пути. Да. До встречи на реке. Да. Хорошо. Итак, друзья, вот мы и на льду. Иван Григорьевич колдует. Кашку, малашку в луночку все кидает. Первые пробуренные лунки. Ураган вот с горки спустились. Никуда не едем пока. Вправо дорога есть, но шансы невелики. Влево. То есть, если, да, влево, вниз по течению дороги нет. Но и дорога вот такая вот. Очень много воды на льду. И посмотрим. Сначала посмотрим, потопаем пешочком до завала. В общем, глянем ситуацию. Если будут поклевки, то попробую пробить дорогу. Если поклевок не будет, не вижу смысла пробивать дорогу. Поедем по накатанной дорожке. Оставим этот
непробитый участочек до следующего раза. Тут как бы, во-первых, не будет сквозного движения с верхних мест, да, для конкурентов, так сказать, и нижних, чтобы не было соединения. Если пробьют дорогу, пусть сами пробивают. Как бы останутся несколько необловленных мест на следующий раз. Если я сейчас сделаю дорогу, тут будет просто проходной двор. Как мы видели, там сверху уже соединение пошло. До сюда они смогут доехать, а сюда по воде, тем более на тяжелых снегоходах, никто не дернется пробивать дорогу, потому что это, ну, как минимум опасно, потому что под этой кашей может быть перекат и бульк. Да и просто буран просто не поедет. Если да и те снегоходы тоже, они будут зарываться в наледи, им нужна скорость, а скорость на лесных речках с бревнами, с поворотами просто не развить. Так что все зависит от поклевок до завала. В прорезах этих на буране не пролезут, в завалах. Ну да. Так что будем пробовать, будем буриться, будем искать. Здесь как бы тоже место не обловленное. Если рыба есть, если есть у нее аппетит, то поклевки будут, а там их будет видно. В общем, начинаем рыбалку. Почти уже до конца рассвело. Ветер, очень сильный ветер наверху. Погода так себе, минус 4 градуса. До первой поклевки. Итак, первые полчаса рыбалки результата нам не принесли. Ни одной поклевки. В общем, проверили где-то вот около 15 лунок пробуренных. Здесь такая ямка с поворотом. Здесь выход с ямы. Плес, течение идет в яму. Как бы по теории, теоретически, вот в яме, если рыба должна, она на этом свале должна находиться. Но пробуренные лунки, ни одной поклевки. В общем, снаружи мы это все посмотрели. Поклевок нет. Давайте посмотрим, что там происходит внутри, что подо льдом с помощью нашей камеры Калипсо. Сейчас сделаем включение и глянем, вообще есть здесь рыба, нет. Но скорее всего здесь нету. Включаем. Включили и смотрим. Сначала начнем там, где помельче. Смотрите, здесь глубина небольшая. Вон, как мы видим, идеальное каменистое дно. В прошлые года здесь хариус был. Много здесь не было, но так, штук десяток с этого места мы обычно ловили. Сейчас мы здесь ничего не наблюдаем. Ничего и никого. Так что неудивительно, что поклевок нет. Это потому, что здесь рыбы нет. Ладно. Так. Давайте проверим все луночки подряд. Если никого здесь не увидим, рыбы не увидим, задерживаться здесь больше нечего. Пойдем подальше. Вот, все хорошо. Норку увидишь. Вон совсем свежий след. Она тут разогнала все, что можно было, выхватила, что нет, скатилась. Ну, норка-то не выдра, крупный хариус норку сам съест. Ну да, но крупный, да, но все равно разгонит. Никогошеньки. Вон. Опа. О, а здесь мальки есть, гальянчики. Вот их здесь много. Целая стайка гальянов, Иван. Ну, а кому они надо? Пусть норкой ловит их. Вот, целая стайка гальянчиков здесь вон плавает. Но они почему-то не клевали. Вот их целое множество тут. Гальянов. Целая куча. А на них ни окуней, ни щук, ни хариуса. Где крупняк-то весь?
Мальки есть. Их целая куча. Вот на свале получается. Прям на свале. Гальяны есть. А Рыбы нет. А рыбы нет. Ладно бы 1, 2, 3. Их тут сотни, Иван. Да ты что? Да, очень много их. Сейчас проветрим. Ну-ка, опустим червя им. Не напугаются. Не знаю, вон их сколько здесь сейчас. Посмотри, вот он. Вот здесь поворачиваюсь, вон. Вот смотри, сколько их тут, вон. Вон, плавает, вон. Видишь, сколько? Вон, видишь? Так. О, к твоей морбушке подошли. Сейчас клевать, наверное, будут. Вон, видишь, сколько? Видишь, сколько малявок? А где я не вижу мормышку? Мормушка вон сейчас вон. упала, да, вон. Где-то она здесь, вот она. Вот она. Траву уже зацепила, вон с червячком каким. Вон малявки уже это Атакует. атакуют, вон. Но еще не полностью атакует. Смотри. Бимк. Что, может, так и будем наблюдать этот аквариум целый день сегодня? Интересно, да? Рыба есть. Ага. Поверни чуть камеру. Куда-то ушли. Вот они, да, есть. Червяк Вот. какой красивый, да? Да червяк. Хариус. Червяк больше малька, блин. Вот их сколько здесь, видишь, вон? Вон их, целая стая Бери. малявок. А хариуса нету. Вот неужели бы, да, кормовая база для хариуса, для окуня, для щуки? Где хариуса, да? Вон его сколько здесь, бля, видишь, вон? А червяк сгибается. Ну, сейчас тут тоже и опарыш. Видишь, аппетита нету рыбы. Ой, был бы аппетит, они бы сейчас этого червяка терзали, как пиранья, кусок мяса, блин. Эти такие вот, ногу летом отпускаешь в воду, и они начинают... Да. Волоски щипать. Угу. Вот видишь, сколько их здесь? И здесь просто стая. А жрать не хотят, потому что нету аппетита. Но вот стоячку поставь, они будут дергать стоячку. Вот не шевели. Они начнут грызть. Это червяк им в рот. Видишь, вот грызут стоячего. А червяк раз и убрался. Червяк боится их. Он сейчас только тронет за кончик. Вот видишь, они шевелячего нет, а стоячку долбят. Так же и, наверное, хариус. Надо настоящего, блин. Вот так вот. Рыба есть, но не та, которую надо. Ага. Так, пойдем давай вниз. Сейчас я проверю все лунки. Может, где-то что-то найду. Это Иван домыслы. Я вот камеру кину, посмотрю и увижу, есть там или нет. Я верю глазам своим, а не словам. Я верю в удочки. Я опускаю и верю в удочки. Если есть, он обязательно тухнет. А что, малявка же не клюнула? Да, это малявка мне и не нужна. Я не за малявкой. А тут клевать нечему. Тут ее нету. Вот. И в этих лунках тоже нету, даже малявки нет. Это в подвороте вот этом. Свал там идет, травянистый свал, и она там держится. А здесь нету, здесь уже песочек и ни одной рыбки. Ладно, не будем тратить калипсо, выключаем. А сами будем еще смотреть. Сами еще поищем. Может быть, что-нибудь да найдем. Так, ты здесь ловишь, да? А? Ловишь здесь? Нету тут ничего. Посмотрим. Вот что. Тут такая глубина, тут рыбе должно быть место разгуляться. Ого-го. Ладно, пока рыбу не видим, включаться не будем, выключаем его GoPro тоже. Ох, смотри, твоя крупа здесь падает, вон как. Вон. Ну да, вот это все крупа. Вон, тут, наверное, уже вон сколько лежит, вот видишь, Никто не хочет на кушать. дне. Вон, она падает и падает крупа. Ну, потихоньку. Шевельнешь, тут она падает и привлекает. А даже малька нету здесь, видишь? Вон. Никого. Пробиваем дорогу, но дорога уже пробита, вот. Это выдра прошла, да, получается? Волки. Это выдра? И волки, вот. И за ними волки вот, Вот следят. волк, вот волк. Раз, два, три, 4 волка, да, получается? 3 волка было, да. Матка и 2 молодых. Одна старая.
следы Как-то- большие, там видно было. Как ты определил? Ну, там видно было следы четкие, когда они прыгали с берега. А. Там были 2 крупных следа и 2 мелких. Ну, вот видишь, тут вот я тоже вижу, вот мелкий след, ну а 5, там крупный. я смотри, 5 следов, вот там, видишь, 5. Раз, два, три, 4, 5. Ну, это они туда-сюда ходили. Думаешь? Вот, видишь, дошел до сюда, развернулся, пошел сюда. А. Вот матка бежала. Вот это матка, а это молодняк. Вот. 2 штуки вместе. Вот это матка. Иван Григорьевич следопыт. В общем, пробиваемся потихонечку. Вот вдалеке уже остался наш снегоход. Наши сани. В принципе, без саней проехать-то он здесь проедет местами. Но не вижу смысла. Поклевок нет. Если бы ловилось, я бы, конечно, проехал, сделал дорогу. Но пока, друзья, ни одной поклевки. Длинный перекат, тут мелко было после глубины. Сейчас вроде и глубина появилась, но такая как раз плесик. Метр глубины где-то примерно подо льдом. Но ни одной поклевки. Скорее всего, здесь рыбы нет. Я так думаю. Потихонечку пробиваемся вперед. До завала дойдем. Это план минимум. До обеда как раз, наверное, уйдет это время. Если до завала поклевок не будет, дальше не вижу смысла пробиваться. Разворачиваемся, идем вверх по течению. По натоптанной дороге, по старым лункам. Несколько мест еще не обуренных есть. Будем буриться там. Как-то вот так. Повалил снег. Тепло, жарко даже, так сказать. Конечно, тут выдра, норка. Тут рыбу всю Съели. съели, конечно. Съели, Понятно. что не съели, согнали вниз где-то на яму. Вот так. Вердикт подписан. Пополам. Продолжаем пробиваться. Ни одной поклевки. Видели волчиц, видели свежий лосиный след спустился на попе. Видать, волки гоняют тоже. Вот он здесь поднялся. Включаю камеру, потому что впереди опасность. Вот она промоина. Вижу открытое место. И сейчас без пешни мы будем пробиваться в этом месте. Как бы есть. Пробиваться будет вплавь. Как вплавь? Не дай бог. Потому что тут вон... Иди, там правее нет течения, а видишь, слева тут бьет течение. Вот оно, вот оно. Течение бьет ровно. Вот она промоина. Вот как бы без лыж, без пешни очень опасно ходить, а мы пешню здесь не взяли. Тут, скорее всего, бревно какое-то, наверное. Вот она промоина. Сейчас проверю здесь глубину. Как бы лед здесь есть. Вот почему здесь вот промывает, вот оно. Вот она промоина, вот она. Вот она получается какая вот промоина. Утонуть-то не утонем, но искупаться можно хорошо. Где-то примерно по трусы примерно глубина. Вот в одном месте промыло, вот так, вот так. Снег, промоина и все. Вот он. А льда нет. Вот сюда врюхаться на снегоходе и все. Че маленькая? Промоина, снегоход не войдет. Да сюда сейчас знаешь что? Тут что, бля, вертолет войдет уже. Видишь, какой я здоровый сделал, блин. Скажи, а сам виноват, что сделал, да? Реально делать побой. Вот такая вот беда. Волки прошли. Блин, были бы лыжи, я бы тоже прошел. Блин, осталось-то чуть-чуть. Опа, здесь тоже льда нету. Нахрен. Без лыж не будем рисковать. Конечно, пошли. Как бы вот еще этот плесик есть.
Да, вот хотел вот тот угол. Ну а куда тут вон? Льда нету, сейчас мы наступим и провалимся и все. А тут возле бревен вообще, если был бы снегоход или на лыжах вот так вот в обход бы сделать. Тут сейчас возле бревен снег глубокий и получается не замерзает. Тут пока есть. А вот тут вот, вот тут вот его, наверное, уже нет. Тут немножко тоже есть. Вот тут, наверное, его уже нет. Вот тут вот. Там течение. Тихо, 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 не близко, не подходи. А? Что думаешь, ты легче выскочишь? Рядом прошли. Так, а она вот тут-то уже нету льда, получается. Вот 70 килограмм. Его держит. Так у него 4 лапы. Если на четвереньки встану, тоже побегу. Вот подмерзнет, если вот так вот протоптать, подмерзнет, это будет тропинка хорошая. А там вот тоже воды нет, видишь? Льда, то есть, вода-то есть. Вода есть везде. Речка, да? А рыбы нету? Мало. Ну вроде здесь вроде лед есть. Есть вот тут уже на той коре будет лед. Баланы пошли. Там вот еще не было. Вот так вот идешь, да, вот если это спрятано, бульки, все. Да, и по колену. Ну, в принципе, да, промывает-то. Но все равно неприятно, если не по трусы будет. Приятного мало. О, глубина-то есть как бы. А? Не распугал. Так, ну-ка. Прошли, дорогу сделали. Уже хорошо. Хоть что-то доброе. Не знаю, куда мы идем, зачем мы идем. Но почему-то мы идем. Это хорошо, что еще снег провалился. Так бы напрямую здесь пошел и провалился бы. Сейчас вот здесь вот протопчем. Будет небольшой морозец. Это все, по идее, должно замерзнуть. В идеале было бы, конечно, проехаться здесь на буксировщике. Может быть, и прокачусь, не знаю. Блин, неохота было его, конечно, мочить мне его. Но мороз небольшой, в принципе, намочить, потом почистить тоже как вариант. Зато уже будет утоптанная дорожка. И это все замерзнет. И будет тропа. Хотя бы до завала здесь. Поклевок нет, были поклевки, я бы и топтанул. И до завала, и после. Не вижу смысла. Вот такие вот капканы везде по этой реке. Видишь, это вон лосей загоняют на завал. Вон оттуда один прыгнул на жопе. Вон и сюда. Короче, стаи, чтобы лося загнать в завал, и там они его хряпнут, потому что он там ноги поломает, блядь. Вот бляха хитрый зверь. Ну вот и дотопали мы до завала. Иван Григорьевич, что скажешь? Ничего тут нет, Здесь ничего нет. кроме воды. Вердикт подписан. Да. Едем туда, где тоже ничего нету, но дорога хорошая, да? Дорога хорошая, хоть сухо, блин. Уже не дорога. чапаешь. А было так же, мы просто пробили, заморозили все там. И здесь вон каша, одна каша. Да нет, И ни одной поклевки, ни одной. ни одной. Все волки разогнали. Да. Вот видишь, гонят сюда. Оттуда, отсюда гонят, и чтобы в завал.
Ну да. Один отбился, вон лось, видно, след туда в завал. Все, они позавтракали. Так, а смысла пробиваться через завал нам вообще нету, да? Нет, нет, вот. Пойдем вверх. Она, Пусть кому надо, тот сам пробивается. да, чё там? Поехали вверх. Идем обратно, топаем к буксировщику, чтобы ехать вверх по течению, по старой буранке. В общем, друзья, замечаю лунку, думаю, дай-ка попробую еще раз закинуть, а вдруг случится чудо. И чудо произошло. Я увидел поклевку. Это была реально поклевка. Не знаю, укололся, не укололся. Но я быстренько поднял удочку, чтобы показать вам, что поклевка была вот. А это малявка или ёрш, не пойму. Вот, видите, видите, клюет, клюет. Я не знаю, что там подо льдом, но мне очень и очень интересно. Вот так, вот так, вот так. Ого, первая рыба сегодня! Огромный хариус, просто огромный. Вот он такой вот, харюзенций. Иди, друг, гуляй. Если честно, ты меня порадовал. Увидел хариуса. И самое главное, услышал запах. Запах хариуса такой. Такой прекрасный запах хариуса. Все, теперь счет размочили, и теперь должна пойти рыбалка. Дай бог. Вот откуда он взялся. О, еще поклевка, не знаю, или тот же самый. Решил на лифте покататься, наверное. Вторая поклевка с утра. Это столько пробуренных лунок, столько потерянного времени. По воде шлеп, 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 шлеп. Все ходили, все бурили. Дошли до завала. И уже прямым ходом шли обратно. Вон, опять поклевывает. Уже прямым ходом шли обратно. Я не знаю, почему вот именно на этой лунке я решил остановиться. И думаю, дай-ка я попробую. Вот, вот она, вот она. Вот она поклевочка. Может быть, рядом с мелким где-то и более крупный. Надежда на него. Вот так вот, вот так. Долбит на стоячку, на игру вообще. Вот, вот так. Это больше на гальяна. Рвет опарыша, но не глотает. Так, ладно, друзья, хорош баловаться. Но вот сейчас я камеру выключу. Конечно же, вот эти ближние лунки все равно попробую. Григорьевича уже никакого терпения нету. Да, надо идти, я понимаю. Но там тоже не факт, что рыба привязана. Скорее всего, не клевый день. Вон, нимфа голая. Вот он за нее и дергал. Я не знаю, куда подевался весь хариус. Бывали, конечно, не клевые дни, но чтоб так вот, очень редко. Не знаю, с чем это связано. Может быть, перемена погоды, может быть, не знаю, может быть, хариуса нет. Не могу знать. Ладно, что. Пока выключаемся. Поклевку мы уже сегодня увидели. Даже почувствовали аромат хариуза. Говорю, вчера этого не было. Вон, бобр. Бобр здесь раскопал. Вон, перекат. Прошел здесь и туда. Здесь бобр живет. Вот сюда капкан поставить и все. Сейчас волки его быстро поймают. Завтра уже может здесь быть кровавая лужа. Вчера, друзья, этого еще не было. В общем, едем опять вверх по течению. По старым лункам, может быть, будут необуренные места.
что-нибудь да будет. И вот наблюдаем вот такую картину. Бобр прокопал возле берега целую полыню и здесь вот шарохался, бегал тудым-сюдым, а там походу у него хатка, там он живет. И вот так рядом будешь вдоль берега идти и провалиться можно. Он ночью бегал. Вчера этого еще не было. Очередное новое место, вообще не обуренное. Вот такой вот поворотик, глубина есть. Обурили уже вот, начиная оттуда, все бурим, где-то лунок уже 15, наверное. И вот наконец-то первый небольшой резочек, вот такой вот. Небольшой, но мы его на этот раз берем, потому что уже надоело. Потому что действительно уже надоело. Это пустая рыбалка. Хоть немножко мелочи на жареху наскрести. Не клюет, так не клюет. Вот Иван Григорьевич сейчас оттуда килограммовика вытащит. Одного? Да может двух. Так мало. Может двух. Так мало. Это... Ну вот это, друзья, уже красивее. Да. И этот уже красивее. Второй на сегодня. И этот уже... Сейчас камеру оденем. Опять же клюнул на мормышку. Нимфу сегодня не хотят. Красненькая мормышка от Василия Чупина. Вот этот уже настоящий жиган. А то вот так был Васек. Я бы его, конечно, отпустил, если бы он попался сейчас после этого. Но так как он был первый, я первого с таким трудом пойманного уже не отпустил. И вот ёшкин кот. Второй. Нет, я говорю, вообще это второй, говорю. Дай бог. Дай бог хоть немножко половить, дай бог сюда, чтоб стайка была. Сколько можно этих пустых бурений, пустых лунок. Неужели на таком плесе нету рыбы, тем более ни одной лунки не обловлено совсем? Да, никто его не ловил. Нет. Сейчас мы, естественно, этот плес весь оббурим, покидаем. В надежде, может быть, что-нибудь да наскребем. Нацарапаем, так сказать. Первый там попал, второй здесь. Хотя здесь я уже до этого прошелся. Так, ну давай третью лунку попробуем здесь, которая уже пробурена. Потом начнем бурение. Давай еще хотя бы в каждой лунке по рыбке, и уже было бы хорошо. Можно было буриться и буриться. Но нет. Оп, нет, есть. Третий. Опять же на мормышку. На нимфу сегодня не хотят. Третий Янскаден. Ну, давай, Иван, лови быстрее, да не будем нарушать традицию. Быстренько надо это дело... Это дело надо отметить, иначе счастья не видать.
Иначе счастья не увидим. С таким трудом. Сколько время? А часиков 12 уже, да? Я, блин, и телефон сегодня не взял. Не взял телефон? И я не взял. Без часов. Ну, примерно так, я думаю. Потому что времени уже прошло достаточно. Пока вниз ходили для завала, пока доехали, пока там пробовали. Может даже быть и больше 12 уже. Ну вот, наконец-то Иван Григорьевич обрыбился. Я тут херачу, лунки бурю. Он десяток где-то набурил уже. Ждал. Где-то прошло около часа, наверное. Ну, минут 45 точно. Вон сколько лунок успел уже обурить, проверить. И тут... Что, оборвал леску? На берегу уже оборвал. А как так? Ты же перевязывался. Перевязал, а там за что-то зацепился. Клюнул я, блядь, раз, он за что-то зацепился. Я, блядь, подержал, он вышел. И, короче, я вытащил на берегу, он оборвал. Вот, ну наконец-то. Ну все, пошли обедать. Ну. Я ждал, когда уж ты вытащишь. Думаю, чтобы... Как так? Я же когда уже, наверное, час назад сказал, говорю. Ну, Пора уже. Пора по Чайковскому, блин. Ну, сейчас я перевяжу, да, закину. Ну, давай, перевязывайся, да поехали уже. Пусть мокнет. Заработали мы. Рюмку чая заработали. Да. По-любому. По рюмке чая, да. Так. Ну, блин, я вчера перевязал, думаю, леска. А что она у тебя какая-то темная леска, нет? Да, видишь, какая она такая. С Темноватая, Ну, она с просветами. зеленоватая. Она с просветами. Я тоже 3D купил леску, говорят, в воде невидимая. Камеру отпускаю, она как веревка там, это 3D леска, блин. Да, ну она в 3D, 3 дорого. Да, в 3 дорого. Втридорого. Фигня все это, блин. Ну вот, по рыбке 3-4 рыбки уже поймали. Вчерашнюю норму выполнили. Почти, да. Ой, блин. Ну а что поделаешь, бывает и такая рыбалка. Пошли чай пить, ну его нафиг. Ну все, попили чаю. Иван Григорьевич сейчас от лунки не оторвать. В общем, после того хариуса он перевязал леску. Сейчас, говорит, еще пару раз закину. Я говорю, ну ладно. Я успел 3 лунки, 4 еще пробурить. В общем, кричит только опа, опа. В общем, поймал еще 3 штуки. И сейчас надо минут 15-20, чтобы не было ни единой поклевки. Может быть, тогда он скажет, пошли пить чай. Но пока клюет, пока ловится, Ивана это бесполезно оторвать от лунки. Человек азартный. Это он может не есть, не пить, если клюет, если ловится, он будет сидеть на этой лунке до упора, до темноты. Подошла, видать, стайка, выдернул 3, одного за одним. Ну как одного? Так, за короткое время, скажем так. А мы тем временем облавливаем новые лунки. Сейчас там дошел до мели уже, вон бур стоит на мели. Я сейчас проверю потом все эти пробуренные лунки, пройдусь с камерой Калипсо и посмотрим подводный мир. Если здесь поклевки были, возможно, здесь что-нибудь да увидим. Как-то вот так. В общем, перерыв на чай у нас откладывается пока ловим рыбу, пока ловится. Можно так сказать, ловится. Выдернули, сколько получается, 7-8 штук, или сколько там, за последний час. Это уже как бы ловится, считается, то, что зовут. Оп, есть поклевка, Васек. Сейчас мы тебя отпустим. Сейчас мы тебя, дружок, отпустим. Вот так вот в прямом эфире. Васечек долбанул. Трясли и натрясли. Поклевки появились уже хорошо. Иван Григорьевич сказал, если 3 дня подряд ветер и не ловится, то на 4-й, возможно, поклевки будут. Опа,
Думаю, что это он еще, оказывается, здесь был. Оп, есть еще Васек. Такой же или тот же. Да ну нафиг. Второй раз же он не возьмет. Ой-ой-ой. Вот это дядя. Красавца Иван Григорьевич вытянул где-то примерно. Ой-ой-ой, иди сюда. Ой, блин. Вот это дядя, смотри. Вижу. Видно. Где-то грамм на 400, да? Грамм на 400. О, грамм 700. 500. Я, говорю, специально сделал ему меньше, говорит, грамм на 400. Кого, говорит, грамм 500. Ладно, бегать не будем, потом подойдем, посмотрим. Радости полные штаны. Ну все, сегодня будем без обеда рыбачить по-любому. Без обеда. Если он выдернул такого красавца там, это все. Не пообедали сразу. Надо было после моих 3 хорюзов пойти перекусить, чай попить. Сейчас все. Ну ладно. Пусть отрывается Иван Григорьевич. Радости полные штаны он вытащил. Здоровяка. Потом поближе подойдем, посмотрим. У меня хорюзок клюнул. О, весь кровит, видишь? Это от давления получается. Вот тебе и ответ на вопрос. Когда рыба жабер идет, выходит кровь, это получается, у них там давление зашкаливает. В общем, когда кровь идет жабер, рыба не ловится, как правило. Вот и ответ на вопрос. Всему нашему бесклёвью, который уже 3-й день, с горем пополам. Оп, есть поклевка. Есть поклевка. Но это походу мелкий. Оп, оп. Видали, да? Как долбит. Оп, оп, оп. Ничего не мелкий. Вон. Второй такой. Янцкадан. Ну не зря мы сюда остановились. Да, Иван? Не зря, говорю, сюда остановились. Хоть что-то наковыряли. А? 2 вытащил. Да. Видишь, расклевали. Они тут есть, но расклевать надо. Они кровят все, видишь? А? Кровят, жабер, кровь идет. Это давление. И он не очень активный, он так клюнет, блядь, я. Только-только начинает. Да, вчера много так нахапало, это как пипец как. Хапал, говорит, вчера. Ну ты скажешь, так скажешь. Ну нет, ну редко клевал, но жадно. Жадно, клёв. А сейчас я так себе. Ну что, Иван, показывай своего Давай это, вот тут. полкилошного. Вот тут у меня клевал. Давай посмотрим сначала твоего полкилошного. Снегом закидает, потом не найдем. Ну, близко, да, близко полкилограмма будет. Ой, Янцкадан, красавец. Нашел Иван все-таки рыбу в этом болоте. Там клевал. А так, рыба, там остальные, да, у нас? Нет, вот там, вот там. Снежок пошел, да не потерять бы их. И здесь клевало? Нет, ну вот на той, вот на той клевал. Там не клевал, я там пробовал. Не клевал. Вот на той. Вот сейчас только тюкнул пару раз.
Ну он же глазастый, увидит, наверное, нет? На что ему глаза? О, видишь, он же увидел вон. Ой, дурачок, ой, дурак, дурак, дурак. Иди отсюда, иди отсюда. Кыш, вот такой там и клевал, наверное. Трик-трик и все бросил. Наверное. Штангист. Какой шустрый. Я там таких двоих тоже выкинул вверху. Я говорю, мы, наверное, сегодня без обеда будем, да? Да, конечно. Что-то мне подсказывает, что Ивана сейчас отсюда чай пить не потащишь. Чай пить можно целый вечер, а вот клевать вечером. Пока клюет, надо ловить. Я был прав. Я тоже самое подумал. Надо было сразу после 3 хорюзов идти это. Да, тогда бы этих не пойму. И все-таки у меня получилось уболтать Ивана Григорьевича на Чайковского. Ну так при чем тут? Он сегодня нарушил все традиции. Ладно, я поймал там первых 3 штук там. Ждали, пока он поймает. Так поймал. И 2-го, и 3-го, и кабана поймал. И ну не оторвать его никак от лунки, никак щас оторвать. Так в зубу пересохло уже. Да? А теперь, говорит, забу пересохло. Это спасибо то, что перестало ловиться. Уже где-то, наверное, полчаса. Я говорю, пока полчаса клевать не будет поклевок полчаса, я его оттуда не выдерну. Его все равно собрал улов. Все, друзья, у нас чаепитие. Ну так вот, видишь. Созрели, наконец-то. Созрели. Давай это свеклу, это снегом засыпает. О, какая красота. Свекла с чесноком. Сейчас рыба заклюет. Ляпота. Вот надо насаживать что. Вот. Свеклу? Да. Вот. Насадил бы закончик и все. Хариус только так. Ты, наверное, на свеклу и насаживал, да? Конечно, я ловил на свеклу. Ты что думаешь? Ну, Но сегодня поймали больше, чем вчера. больше. Но меньше, чем позавчера. Мгм. За твоего кабанчика. Хороший Вася. Это уже не Васек, а Василий Иванович. Нет, он Калистрат. Ага. Или Евграф. Евграф какой-то, да. Феодосий, во, Феодосий. Феодосий, но он красиво шел. Тух, так важно к лунке шел. Потом зашел в лунку и не хочет идти. Хвостом там И загнулся. ты к нему по имени отчеству, да? Ага, я Васек, хоть. Иди сюда. Вот так вот, уметь надо. Ну, дай Бог здоровья. Ай. Вот так вот. Пусть знает. Сало-то открой. Пусть наши знают. Наши не сдаются. Победа будет за нами. Однозначно. Я... В этом году у тебя самый крупный хариус или были крупнее? Нет, вот это самый крупный. А так, рекорд по хариусу у тебя какой самый крупный? Ай, я не помню. Я ловил вообще, блядь, вот такой хариус. Я вытащил, я думал, да, это Нельма, что ли, маленькая. Круглый, ну, Килограмма точно 2? Килограмма 2 был. Ну, наставные. Я ставил раньше. Весной? Нет, зимой. Ну, в марте где-то уже. Я говорю, ближе к весне. Уже Так, ну что, перекусываем, облавливаем. Ну что, это уже обловили. Достану камеру, обязательно посмотрю камеру. Если увидим рыбу, будем ловить. Если нет, езжаем на вчерашнее место. Мгм. Сверлим где сорвался. сверлим лунки,
потому что место хорошее. И то, что мы там поймали, вот вчера там 3 штуки, позавчера там, это ни о чем. Там как минимум должно быть штук 30, 40, 50. В среднем бывает. Ладно, 40. 42. Хватит. Так что, если там нет, поедем выше. Ну, сильно далеко уже ехать не будем, потому что, опять же, день подходит к концу. Мы сегодня уже время, наверное, без времени сегодня у нас. И взял. Взял телефон? Взял. блин. Взял. О, врунишка. Ну, я такой баран, что забываю. Я скажу, время час уже. Угу. 2:30. 2:30. Вот так вот. Это он сегодня меня целый день морил голодом, потому что увидел хвост. Я говорю, если Иван Но остается час. клюнуло, Нормально рыбачить. да, так что можно сильно не кушать. Скоро будем в избе. Ладно, давайте, всем приятного аппетита. Раз ты прозвонишь, И видно будет. да, где он есть. Друзья, вы посмотрите, кого я поймал. Вы просто гляньте. Какой это красавец. Вот он. Вот он. Вот он какой красавец. Емцкадан. Емцкадан. Вот такой вот. Вот такой вот красавец. Вот такой вот красавец. Вот такой вот красавец-харюзец. Вот такая красота обитает в наших северных реках. Красавец европейский хариус. Просто красавчик. Емцкадан. Вот за такой рыбой мы сюда и приезжаем. Приехали на вчерашнее место, где мы вчера закончили рыбалку. Оп, 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 оп. О. Вот это вчерашний, да, у тебя? А? Вот это вчерашний у тебя, да, Иван? Вот я тебе и говорю, там клевал у меня, я тебе сказал, иди сюда. Ты говоришь, лунку проверить. Ну вот, только что хотел сказать, ничего здесь нету, рыбы нету. Пора ехать в избу. И тут на тебе долгожданная поклевка. И ничего не понятно. Только что Иван Григорьевич здесь прошелся. Ну я весь постучал, у меня тяжелая мормышка, я постучал, он подошел, я ушел. Ты ему кинул как раз под нос, и все. Получилось как хотелось. Как в кино. Да. Ну, такой вот весьма добротный вот хорюзок. Вот такой мечаком. Вот такой вот. Да. Красивый. Так, что, может до того места съездим? Вот, я говорю, на тот повороте, где. Не поворота, где много лунок, то там разворот место есть по сухому. Ну, Там может что-нибудь собралось тоже. давай. Так, ну вот и крайнее место на сегодня. Опять пришли на старое место. Новое уже смысла нет далеко ехать. Тут просто место для разворота есть. Начало темнеть. По идее, должен начаться вечерний клев, да, Иван? Ёрш уже клюнул. Здоровый пузатый ёрш Иван Григорьевичу. Долго не задерживаемся. Лунки сильно не замерзли. Просто сейчас пройдемся по луночкам. Может быть, что-нибудь да подошло. Подошло хорошо. Не подошло, да и ладно. Темнеет на глазах, но ничего страшного. У нас фонарик есть, фара есть. Ловим до упора. Тем более перекусили недавно. Обед сегодня у нас был с опозданием. Можно до самой темноты. Говорят, в сумерках хариус не клюет. Я могу сказать обратно. Если он есть, он берет практически в полной темноте. Я даже ловил под фонариком как-то в кромешной темноте ночью. Было и такое. Хариус сумеречный, вечерний. Есть один, Иван. Нормальный. Емцкадан.
Все-таки не зря мы приехали. Поймали вечернего сумеречного хариуса. У нас недалеко от поселка река протекает. Так вот там хариус клюет рано-рано на рассвете и в сумерках перед темнотой. И многие с поселка ездят туда ловить его. Рано утром, потом домой уезжают, вечером приезжают. Он там мелкий, вот такой. Он маленький. Мы здесь таких отпускаем. И как бы мне не нравится там ловить его. А так народ ходит, эту мелочь дергают. Днем не клюет. Или на рассвете, или в темноте. Так я думаю, вот может здесь тоже так. По крайней мере одного выцеганили, уже хорошо. Так, у меня еще поклевка была. Робкая поклевочка. Опа. Ну, Васек. Васечек маленький. Иди гуляй, Вася. Васечек маленький, а клюет как взрослый, блин. Вечерний клев, да, типа? Ну-ка. Васька, что, одного гулять отпустили? Вот начнет темнеть так же быстро, как и светает, да? Да. Особенно, когда без солнца, вот когда снег идет, облака, тучи. Так, ну что, друзья, обычный вечер начинался бы со слов: ну давайте сядем да поужинаем. Сегодня немножко по-другому. Что-то пришли уставшие, так подумали с Иваном и решили: суббота, дома банька. Подумали. Успеем еще. Рыбы поймать мы успеем. Клев не ахти, не... Да, половили, конечно, пустые не уезжаем, но что-то так подумали и решили. А поехали-ка домой. Я так думаю, сегодня суббота, у супруги выходной, завтра как бы вечер надо провести в семье. Сейчас привезем рыбки, пожарим, малосолочку, пенный напиток после бани. В общем, подумали и решили ехать домой. Сейчас попьем чаю. Рыбу мы уже раскидали. Сейчас покажем общий улов и заодно на счастье. Кому шапка, кому. Время пролетело вообще незаметно, да? Как будто вчера приехали. Ну, позавчера. И, наверное, придется еще разик еще приехать. И, наверное, все. Потому что вверх по течению, в принципе, практически все оббурили. Вся речка обульна. Хариус трудовой. Очень много просверленных лунок. В этом году проще немножко было с дорогой. Прошлый год пробивались понемножку. В этом году получилось пробить дорогу сразу. Как бы намного легче то, что уже по готовой дороге едем. Мы просто подумали, это расстояние ходить бы пешком, да? Да. Нереально. Ну, тот хариус вкусный Один. был. Это сейчас-то не очень вкусный. Ну, сейчас не менее трудовой, тоже достаточно. Вот, если еще прикупить электроледобур или шуруповерт, чтобы вот это бурение облегчить, то вообще красота будет. Ну да, тогда, блин, как начал отсюда и вдоль этого. Идешь вдоль. Говорят, шуруповерт
100 лунок, что ли, хватает? Да? Ну, за день мы 100 лунок бурим. Легкую, Да. больше даже бывает. Так, ну что, пойдем глянем. Пойдемте посмотрим общий улов и раскидаем. Что, готов? С пакетиком уже как... Вон, сушнячок, сырые дрова. Тут дня на... Вот еще чурки, и там еще спилены вдоль дороги, я просто не взял. А вот и наши две могучие кучки. Две могучие кучки. Вот эти монстрики, конечно, порадовали. Вон такой красавец Хариус. Раз. И здесь тоже вот такой же. Два. Нормальные. Я считаю, и пожарить будет, и малосолка будет, и все будет. Так. Теперь вот у нас еще одна плотвичка. Вот с этой плотвичкой будем делить. Так, Иван, поворачивайся. Так. Сейчас кидаю плотву и говорю, кому ты будешь говорить. Так, подожди. Кому кучка с плотвой? Не. Все. Забирай кучку с плотвой. Вот. Слева кучка с плотвой. Это тебе, а это мне. В принципе все одинаковое. Вон еще ёршиков сколько. Вот еще сколько ёршиков натаскали. Отварить, а в эти головы почикаем, тоже туда луку. Будет. Нормально, две кучки. Фотографировать не будешь на память? Или сел в А не, телефон? у меня же телефон сел. Я дома. Хорошо. Я дома, выложу их и Валя сфотографирую. Ну, как-то вот так. 3, Пойдем. 4, 5. Пойдем собираться. Спальный мешок. Все такое. Нормально, я считаю. Рыбалка удалась. Ну, как-то вот так. Прибрались в избушке. Ну, вот хотя бы вот так вот оставляли. Каждый за собой вот такой порядок. Порядок на столе. Матрасы повесили. Одеяло, матрасы, все на растопку. Вон сухие дрова на растопку. Остальное, кому что надо, вот сырые и сухие, на 2-3 дня запас дров есть. Вот. Мусор везем с собой. Не только свой, но и нашли под нарами бутылку, банку. Вот это тоже везем все с собой. Как бы это не сложно. Привезти привезли, не на себе несем. Отвезем обратно. Мусорный контейнер. Ну вот и все. Спасибо, избушечка, за ночлег, за теплоту, за уют. И до свидания. Ну вот и все. Чайник пустой. Воду вылили. Все. И обязательно оставляем приоткрытой избу. Вот такую вот щепочку сюда, чтобы избушка дышала. Все. До свидания. Поехали. Что, Иван, готов? Занимай место каюра. Фонарик-то есть у тебя? Есть. Ну вот и закончилась еще одна наша рыбалочка. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Также заходите на мой канал, который на Дзене и на Рутубе. Буду рад видеть вас на всех своих каналах. До новых встреч. До свидания.